Какие цветочки яркие. Во. Так, ну что, приятель, весной ты за 15 метров меня как сиганул, блин, топотом пробежался. Сейчас будешь пугать или не будешь? Если сейчас неожиданно выскочишь, мне защищаться, по сути дела, нечего. Ну, песни петь или матюгаться. Эй, пупсик, где ты там? И стоптано все свежими следами. Где-то вряд ли слишком далеко он ошивается. А, кстати сказать, рубашка пересох. Солнце греет. Ух! Какие протоптаны ходы. Так, не криви, мне туда надо по дороге. Ходит криво. Что такое, блин? Нет бы по прямой. Вот эта психология интересная у Мишки, медведя. Вот что ему надо было свежатину обломать и прямо по дороге повалить. Блин, часто так делает. Но нам не надо. Мешаться будет. Ладно, дойду, на обратном пути уберу. Больно широкая тропа, больно широко утоптана. Блин, надеюсь, не медведица. С ней в упор не договоришься. Кто-то в траве от меня шарахнулся, заяц, что ли. Трава дернулась. Так, ну, с другой стороны, плюс. По протоптанной тропе как-то легче идти. Ну, гымги вроде целые. Слегка снегом придавило. Ну да ладно, поправим. Ну что, по весу они не глобально тяжелые, поэтому зацепил друг на друга и топаю. Ого-го. Эй-эй-эй. Так, блин, по прямой не шел, туда-сюда кривил, подходил. Ух ты, а тут еще тропа. Ну да ладно. Тут нам не по дороге. Если так, ну, цепляется еще. Так, а у меня появилась версия. Что он эти по дороге валяет? Может, снизу бегает на четвереньках. Эй, ты не цепляться. И чешет себе спину. Так, а это что сломал? Ну, развлекался. Надо человеку развлекаться. Так, вот здесь я проходил. Вот этого сдвига не было. Свежий сдвиг. Сырой вон снизу. Ну, что, где-то рядом ходит, развлекается нас, меня со стороны разглядывает. Ну, давай, на кадр попади мне. Не за 2 метра, чуть подальше. В лесу безопаснее с ним встретиться. Вокруг дерева можно побегать. Один охотник в свое время рассказывал, Павликов Андрей Батькович, медведь подбежал, он за дерево, медведь раз цапнул по дереву с лапами с одной стороны и с другой стороны. А он схватил их за лапами и потом стоят. Стояли. Силы стали кончаться, он нас отпустил, медведь взял и убежал. Тоже надоело стоять. Ой, столько случаев в жизни бывает. Но вместо часа у меня полчаса ушло. Он вытоптал там все и по пробитой дороге, тропинке, можно сказать, шел. Быстро. Да. Сейчас перекур 5 минут. На эту гымгу сучок упал, пробил, вот я ее этими пластмассовыми хомутами замотал. Так, ну, Валерий Батькович, приманку и хлеб я забыл, так что проверяем. Я 3 дня ел подовый хлеб, потом сказал, нафиг, пакость какая-то. Посмотрим, что рыба скажет.
Ну, я когда покупаю, так же дня 2-3 ем, потом Сейчас мы на рыбах проверим, привлечет или не привлечет. Да. Ну, у меня, блин, Лариса Батьковна говорит, спортом занимаюсь. Бабах, спорт замечательная штука, только, блин, ноги ломаются. Так, скорая привезла раненую. Ну как, спортсменка, комсомолка? На месяц уже, минимум на месяц, не спортсменка и не комсомолка. Ну, ладно, бывает, что ж. Жизнь это цепь случайностей. Вышла я вчера, называется, на проходку свою 5-километровую. Ну, я уже понял, за грибами, я, правда, не знаю, как я их находить буду, но походим. Так, ну что? Лариса Батьковна. Ногу сломала. Короче, обед варю, в магазин хожу. Женщины поселка в стрессе. Что там какой-то мужик ходит, блин, сливочное масло там спрашивает, растительное масло, хлеб, молоко. Ни разу водку не попросил. Там один товарищ на меня удивленно смотрел. Посмотрел на мою картину. У него челюсть отвисла. Ай. Ну, в общем, обеденный хлеб, который у нас в запасе, я его закидаю. Подовый хлеб. Ну, много вредно. и просто так, без мешка, да. Без, а у меня и мешка нету. Пускай так. Разбухнут. Молекулы пускай, хлеба пускай. Да, запах какой-нибудь. Боюсь, что там какая-то химия какая-нибудь будет. Если, ну, надеюсь, второй раз приедем, я не забуду ни приманок, ни хлеб другой, не подовый. И тогда рыба попадет, а сейчас не попадет на подовый, значит, вообще покупать не буду. Пакость какая-нибудь. Ладно, первый заброс. Ну, много вряд ли хлеба, что там. Запах, да. Да, лопнут, талию потеряют еще эти карасики. Ай! Ну что, поехали. Ну, идем на старое место. В прошлом году здесь попало. Ни хрена себе! Какая вода большая! В прошлом году, где я по илу ходил и ил под воду ушел. Ну, дожди наваляли. Ну, в таком случае надо бродни поднять. Эх, товарищ, придержите вы меня. Блин. Что сказать, никто не булькает? Ну, первый плеск, и какой-то супер плеск, блин. Это даже не карась, а не щука ли тут как-то оказалось, далеко от реки. Так, эту веревку мы оставим здесь. Ну что, понеслись по кочкам? Так, какая-то крупная бабах сделала с другой стороны куста, но там не подойти. Поэтому лезем сюда. Какая-то рыба да есть. Так, давай сюда поближе. Ну давай, тыр такой. Хоба. Так, вроде правильно стоит. Блин, кусты под ногами залитые водой. Так, шест нам еще пригодится. А это давай сюда. По характеру вообще-то всплеска маловероятно, что карась, блин. Это не карась, а супер карась. Похоже на щуку, но как она сюда попала?
Воды большой не было весной. Ладно. Через неделю увидим, что там будет. На этой стороне озера достаточно далеко. Метровая глубина идет. А вон там расширение озерка. Озеро. ГЭП у нас называют. То ли озеро, то ли лужа. Вон там есть относительно этой лужи яма. С краю поставлю. Там и коряги, если дойду. Так, ладно, ставим вторую. И сравним, где ловится. Ну, можно сказать, лед тут. Метровой глубины. И зарастает тут все потихоньку. Не слышал там? Бабах! Плещ там такой громадный. Что-то я засомневался, что карась такой плеск делает большой. Наверное, что-то нолкали, выдрали. Ух ты! Офигеть! Ведь, не дай бог, карась попадется, мне там все порвет. Ну, судьба, значит. Второй решил поставить край глубины. Там одна ямка есть. По медвежьей тропе иду. Сначала решил, что посмотреть надо. Что ближе. Тут раньше тропа была. Опа-на. Ху-ху. Тропа. Лет 40 назад, может, тропа и была. Я тут со своей гымкой пролезу. Так, а это что такое? Что за чудо-юдо, а? Ух ты! Подочиновик! Вау! Похвастаться не удастся перед Ларисой Батьковной. Червивый. Червивый. Жалко. О! Так, интересно, что это такое в лесу? Яма, и причем яма старая. Ощущение, что все росло, нормально было. Потом бабах, что-то внизу какая-то пустота образовалась, и все сверху рухнуло вниз. Леший, что ли, тут бегал, себе домик делал. Одни дырки остались. Ну, ладно, идем дальше.